Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии пошел декан факультета математики и информационных технологий, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный работник Высшей школы Республики Мордовия Иван Иванович Чучаев. Иван Иванович, скажите, пожалуйста, о том, как период репрессий первой половины XX века отразился на развитии математического образования и математической науки в нашей республике, в нашем вузе. Спасибо. История развития математического образования и высшее развитие математики как науки в Мордовии, естественно, связан с открытием первого высшего учебного заведения в Мордовии, который, как известно, открылся в 1932 году и назывался Агропединститут. Потом он в 1933 году был преобразован в пединститут, ну и в 1957 году пединститут стал, так сказать, был преобразован в университет. Так вот, самые, так сказать, сложные времена развития факультета, это, естественно, начало до фактически организации университета. Вот, в это время, естественно, накапливались знания по математике, готовились учителя математики для Мордовии и не только для Мордовии. И крайне интересен и очень сложен вот этот период с момента организации Агропединститута до, так сказать, перехода пединститута, Агропединститута, до перехода его в университет. Дело в следующем, что когда в 1932 году открыли Агропединститут, и там было открыто физико-техническое отделение, на котором готовились учителя математики. Так вот, первый год в 1932 году фактически занятий по математике не было, потому что не было преподавателей, которые могли бы преподавать математику в вузе. В 1933 году был найден такой преподаватель. Это оказался его, так сказать, командировали сюда из Екатеринбурга. Это выпускник Санкт-Петербургского университета 1913 года Славинский. Так вот, с этого момента и начинается, так сказать, как бы развитие высшей математики у нас в Мордовии и развитие математики как науки. Славинск, вот известно по истории, когда писалась, так сказать, книжка Григория Яковлевича Меркушкина «История развития науки в Мордовии», так сказать, в архивах было найдено, что Славинский, вот этот первый человек, который работал, и, к сожалению, он проработал несколько лет всего, до 1937 или 1936 года, и дальше его судьба, к сожалению, неизвестна. Начиная вот, как бы раньше, в те годы прием был не очень большой, поэтому математиков было нужно не очень много было. Так сказать, поскольку собственных еще как бы не было воспроизводства кадров своего, то преподавать математику было крайне тяжело. Так вот, в 1936 или 1937 году Славинский пропал. То есть, вот мы не знаем, наверное, надо проводить специальные исследования, чтобы выяснить, что с ним случилось. Ну, одно из, так сказать, вот как бы по разговорам версии, которые есть, так сказать, он был репрессирован. И вот начиная с, как бы вот с 1932 года, фактически все, которые были математики, все преподаватели математики, которые приехали в Саранск, так сказать, преподавать математику вот, уже в пединституте, их судьба неизвестна. То есть, что с ними случилось, непонятно. Вот начиная с 1937-1936 года уже, так сказать, выпускники пединститута стали работать уже как бы в вузе, и на самом деле мы историю, так сказать, своего факультета как бы больше связываем с ними, чем вот с теми, которые на самом деле людьми, которые, так сказать,
стояли У истоков. у истоков. А это покрыто тайной. А такой, это да? вот так, к сожалению, покрыто тайной. Ну, надо, наверное, проводить специальные как бы исследования, чтобы вот это выяснить. Первыми выпускниками были вот братья Васильевы, там, так сказать, еще многое другое. Ну вот, а потом уже начиная, так сказать, первым кандидатом наук стал Дмитрий Прокофьевич Бочкарев, потом приехали сюда другие математики. После войны вот Дмитрий Прокофьевич Бочкарев, он выпускник, судьба его тоже крайне интересна. Он кончил Саратовский экономический институт, сам родом из Темникова, Саратовский экономический институт, и по распределению, что вот меня особенно как бы удивляет, по распределению государственному он был направлен учиться на математический факультет Московского университета. То есть экономический факультет отправляет своего выпускника не на работу, а на как бы, чтобы он продолжил свое обучение в Московском университете. Он закончил Московский университет на математический факультет и был как бы направлен на работу в Беларуси, а потом перед войной он приехал сюда, работал преподавателем математики и в конце года это защитился в Казани. Это первый, на самом деле, первый ученый, так сказать, как бы математик вот нашего факультета. В то время работали и другие преподаватели, так сказать, и там тоже происходили какие-то вещи, о которых вот, старые преподаватели, я уже поступил, когда еще работал Дмитрий Прокофьевич, еще работал, так сказать, Жарков, многие, так сказать, я с ними, конечно, близок не был, потому что разница в возрасте была достаточно большая. Это вы в каком году поступили? Я поступил в 1964 году учиться, в 1969 закончил, а на работу пришел, то есть на работу был оставлен в аспирантуру, на работу, так сказать, получилось так, что я, сдав 2 экзамена в аспирантуру, 3 не смог сдать, аппендицит, положили в больницу, так сказать, отложили экзамен до Нового года, так сказать, и приняли на работу ассистентом. Но пока ждал Нового года, призвали в армию, прослужил в армии, поэтому после армии сразу поработал год в школе, поступил в аспирантуру, в Ленинградскую аспирантуру. И с 1975 года уже работаю здесь постоянно. Так вот, в 1975 году я уже, как бы, Бочкарева не было уже, Писецкого не было, так сказать, это вот кандидаты наук, которые работали на факультете. Причем Дмитрий Прокофьевич Бочкарев деканом работал на факультете. Вот. Но работали уже следующее поколение, так сказать, кандидатов наук. Это Валентина Ивановна Сорокина, Демидов Виктор Петрович. Вот я с ними как бы был более близко знаком. И даже они не рассказывали, так сказать, как бы про своих преподавателей. Вот было какое-то табу, так сказать, про историю фактически как бы вот, неизвестно. Было известно и следующее, что были кандидаты наук даже, которые приезжали на факультет, именно приезжали, но, так сказать, то ли они уезжали отсюда, то уезжали, то ли добровольно уезжали, то ли, так сказать, это. Я все время шучу, на самом деле, как бы, вот, про эти годы следующее. У меня даже такая, так сказать, черный юмор такой есть, что Иосиф Виссарионович на самом деле помог всем факультетам с точки зрения развития науки в Мордовии. Он на всех факультетах как бы работали люди, которые были очень крупными учеными и были, так сказать, как бы сюда высланы или присланы. Вот таких крупных математиков, так сказать, единственному факультету, который вот не повезло в этом отношении. Если мы возьмем там исторический факультет, тогда там работал историк Сафаргалиев, так сказать. Если возьмем филологический, Бахтин, там возьмем биологический факультет, Сапожникова и Рджавитин. Ну, то есть вот можно на самом деле все факультеты перечислять, и у всех был, всем Иосиф Виссарионович помог, а вот математическому факультету в этом деле нет. Но дело, так сказать, это как бы черная шутка, но на самом деле вот судьба многих математиков, которые работали в то время, к сожалению, ну, нам неизвестно. То есть ситуация такая, мы не знаем, ничего не можем сказать. Из-за этого на самом деле как бы, развитие математики в Мордовии, оно было, как бы, развивалось не столь
быстро и не столь, так сказать, успешно. Значит, их цитировать нельзя было, ссылаться на них И нельзя было, не да? только, нет, просто не складывались школы, не складывались направления, так сказать, Непрерывного исследований, развития, да. не было непрерывного развития. Ну, приехал человек, который, так сказать, занимался одним делом. Он поработал сколько-то, только начал с студентами заниматься. Такой, да. Преемственности, естественно, никакой. Вот, да, а что происходило, допустим, на биологическом факультете? Вот Ржавитин и, так сказать, Сапожников, они фактически организовали некие школы, которые студенты занимались около них. Естественно, из этих, поскольку они очень долго работали здесь, успешно работали, они стали очень уважаемыми и, так сказать, людьми. Поэтому вот некая школа, так сказать, биологическая школа вот, Мордовии стала известна достаточно рано. Если взять у нас сад, вот, ботанический сад наш, ну, это один из лучших, так сказать, на самом деле, таких, как бы, вот, таких ботанических, так сказать, садов, или садов, как правильно сказать, так сказать, ну, в регионе таких, вот такого типа найдешь крайне мало. А это Ржавитин сам организовал? Это Ржавитин, это, так сказать, вот, его идея была, и студенты ходили, сажали сами, так сказать, это все искусственное, так сказать, это не естественное, так сказать, это все сажалось, так сказать, все выращивалось, все организовывалось. То есть наука это такое медленное развитие? Наука на самом деле накопление и анализ фактов, которые, так сказать, менее важен, чем нельзя, наука не возникает из ничего. Вот, так сказать, вот если взять нормальное развитие, так сказать, ситуации следующей, сперва появляется один человек, он занимается каким-то, так сказать, он настолько, так сказать, как бы увлечен своим делом, поневоле привлекает других, и тогда, так сказать, как бы около него получается некая точка конденсации, которая, так сказать, собираются люди, притягиваются люди к нему, и образовывается, так сказать, со временем образовывается школа. Но это не разовый процесс. Дело в следующем, что разбить эти точки конденсации очень быстро можно, собрать их потом по новой, и чтобы, так сказать, это очень сложно. Очень тяжело и иногда даже невозможно. Вот что случилось после войны? Центром Второй мировой войны, центром развития науки, так сказать, мировой науки, была Германия. Причем в Германии ведь это не только, так сказать, военные там и прочее, там и физика, и математика, и философия, и литература, все, что... все отрасли науки на самом деле, там известные вузы, известные ученые и так далее. А приходом к власти Гитлера, так сказать, получилось следующее, так сказать. Во-первых, так сказать, многие уехали до начала Второй мировой войны из Германии. А после того, как Германия была разбита, вообще ученые разбрелись по всему миру. Так сказать, многие оказались в Соединенных Штатах, в Англии, во Франции, в России. Так сказать. И вот сколько правительства раньше федеративной Германии, так сказать, демократическая, там, социалистическая Германия, сейчас новая Германия, вкладывают огромные деньги в развитие, так сказать, науки, но того расцвета, естественно, вот, так сказать, что было до мира... Которое полвека формировалось и дало... Дала. Сейчас нет, так сказать, сейчас немецкие ученые, так сказать, достиг определенного уровня, они так или иначе связываются, так сказать, с научными центрами Америки, научными центрами Франции, Германии. То есть той конденсации науки, того состояния, которое было, так сказать, до того времени, так сказать. Иван Иванович, но мне вот кажется, что все равно, если сравнить с другими ветвями науки, если взять общероссийскую, общесоветский масштаб, все равно физики и математики репрессии их меньше коснулись, потому что, мне кажется, вы переубедите сейчас, что вот математики, они рассчитывали полет артиллерийского снаряда, или в целом это помогало военной промышленности, а физики, атомная бомба, тоже ситуация ракеты. такая, я не совсем согласен с этим. Страдали все на самом деле. Дело в том, что ученый мир, он на самом деле своеобразный. Он, так сказать, он требует относительной свободы мышления, и значит, так сказать,
тот пресс, который существовал тогда, для него был очень тяжелый, поэтому где что чего-то сказал, так сказать, вот проследить, так сказать, удержаться, так сказать, Да. вот от Что этого может не невозможно. понравиться, Да, мои мысли. Что, так сказать, эти самые... На самом деле математическая наука крайне демократическая и крайне, ну, как бы справедливая, что ли, так сказать, так можно сказать. Ведь кто, вот, так сказать, вот сидят группа математиков, решают какую-то задачу. Кто из них в это время самый, как бы, лучший? Ну вот кто решил эту задачу, тот и самый лучший. Проверка одна. Не должность, не, так сказать, звание, не, так сказать, положение. Вот ты лучший, так сказать, ты решил, ты лучший. И не поэтому ли все науки стремятся к математике как к средоточию научной логики, в которой очень легко определить ошибка, кто прав, кто ошибается? Нет, вот опять-таки, тут, так сказать, ситуация такая. Дело в следующем. Математику надо применять там, где математику можно применить. Там, где есть, ну, как бы, некие однородности, которые можно взять за единицу. Вот можно применить, то есть оценку делать. Вот есть что-то, которое я принимаю за единицу, так сказать, и потом дальше считаю. Вот там этих однородностей 2, значит, можно 2, там, и прочее. Вот можно математику применять, можно только там, где вот это можно сделать. Ну, вот сейчас с математикой здорово спекулируют, так сказать, мне иногда даже смешно, ну, например, считают, там, что вот этот массе или там что-то там, уменьшает число морщин на 35-40%. Ну а что это означает? Вот, как перевести на... Вот, что означает на 30% морщин меньше? С чем-то сравнить надо. Да, Да. ну вот что это такое? Вот, так сказать, 5 яблок, понятно, что такое, так сказать. А что такое одна морщина, кто-нибудь может сказать? Да. Неопределенное такое понятие. Вот поэтому ситуация такая. Вот есть вещи, которые, как бы, математикой можно исследовать, есть вещи, которые на самом деле математикой нет. Математика сама по логике очень простая наука. У нас нет промежуточных понятий. У нас либо да, либо нет. У нас нет, так сказать, промежуточных понятий. Поэтому, а многие науки в многих, так сказать, областях жизни, так сказать, искусства, социальной жизни, ну даже, так сказать, вот даже взять ту же самую физику. Вещество может быть в твердом состоянии, жидком состоянии, одно и то же вещество. Ну, тот же металл может быть в твердом состоянии, в жидком состоянии и в газообразном состоянии. Поэтому разные состояния. А вот в этом отношении математика простая. У нас связи относительно простые. Может, из-за этого на самом деле, что связи достаточно простые, она как бы и четкое доказательство, так сказать, как бы логическое развитие как бы такое прямое, чтобы получить какие-то результаты новые, надо знать все предыдущее. Но из-за этого, так сказать, вся развитие математики, неважно в какое время получены результаты, они все время остаются верными. У нас, поскольку логическое такое как бы, развитие, то все, что открыто раньше, оно остается верным и сейчас. Вот, так сказать, как в других науках это не совсем так. Если раньше какой-то результат был, он может быть улучшен, может рассмотрен с других позиций и так далее. Математик тоже может рассмотреть это, так сказать, это утверждение или этот факт, так сказать, с других математических позиций. Но результат остается прежним. Итог тот же самый. А вот если мы, допустим, тоже возьмем физику, так сказать, вот возьмем обычную механику, квантовую механику, то есть это разные вещи и разные результаты получаемые. Вот там более сложные связи, поэтому вот, может, математика вот, имеет такую особенность. Логика проста, из-за этого она очень сильно развилась, и нет ни одного, как бы нет результатов, если они, естественно, безошибочные, если с ошибкой, понятно, но нет результатов, которые со временем можно отбросить, они все остаются в этой копилке, накапливаются. Иван Иванович, писал я год назад биографию Колмогорова, и как вы считаете, почему, хотя, ну, он, конечно, осторожный был человек в высказываниях, не касающихся математики, но все равно это очень повезло нашему обществу, что его репрессии не коснулись. Нет, ну, понимаете, тут
тут тоже, так сказать, как бы, вот дело не только в том, что осторожно. Колмогоров ведь, так сказать, может быть вынужденно, может не вынужденно, так сказать, тут сложно сказать. Он, например, писал статью о том, что как бы кибернетика является буржуазной наукой. Ну и просит, конечно, Троцкого, Бухарина, он тоже подписывал Вот, письма, но... Да, ситуация такая. Поэтому тут как бы вот к этому надо на самом деле относиться Но многих с пониманием, даже, понимаете? Многих вот, даже это не спасало, да. вот, да, многих это не спасало, но надо все равно, вот когда такие вещи, мол, вот он там оппортунизм проявил, или там еще чего-то, сдал какие-то позиции, к этому надо относиться как бы с пониманием в то же время. Понимать, вот надо, наверное, ставить себя на их место. Да, да. Вот как поступил бы, допустим, ведь ситуация следующая. Вот я на себе, допустим, если ставлю себя, ведь когда вот вопрос решается таким образом, ты на самом деле решаешь не только свою судьбу, но ты еще решаешь судьбу своих детей. Да. А можешь ли, так сказать, можно ли Продолжайте. Можно ли жертвовать, так сказать, ими? Это, наверное, вот это. Можно ли жертвовать их судьбой? Вот в чем дело. То есть, когда вот такие вещи происходят, Взвешиваешь на весах. взвешивать надо на весах. Ну, и класть не только свое, так сказать, мнение, свою судьбу и так далее. Надо еще как бы своих близких. А Да. можно ли, так сказать, вот... в чем виноват твой ребенок, извините меня, в этом случае? То есть надо сделать максимум из возможного, что ты можешь делать, что ты учитывая учитывать все особенности. Ведь недаром на самом деле те, которые понимали, что они будут репрессированы, вот в этой истории очень много таких фактов, когда люди разводились предварительно, причем, так сказать, чтобы спасти там жену, детей и так далее. как член семьи изменника Родины, чтобы ее не депортировали. Вот в чем дело. И как бы даже люди, на самом деле, можно сказать, с обыденной точки зрения, или обыватели, предавали, отказывались друг от друга. Там, жена объявляла, так сказать, что как бы прекращается не всякие связи из-за того, что он враг народа. А может быть, это было связано с тем, что для того, чтобы потомство свое сохранить, детей своих сохранить. Да, удивительный период истории, который ставил человека в невыносимые условия, ненормальные для его... Да нет, это просто нечеловеческие. нечеловеческие. Иван Иванович, давайте пройдемся по нашим пожеланиям, которые я попрошу вас прокомментировать, поправить или какие-то полностью поддержать. Первое наше пожелание, которое наша инициативная группа обращает к региональной и городской властям для того, чтобы по мере возможности организационной, финансовой, людской их со временем реализовывать. Все наши пожелания, они уже реализованы в десятках городов России, поэтому мы просто берем пример с лучших практик в других регионах, чтобы показать, что общество Мордовии, элита Мордовии и простые люди Мордовии, интеллигенция и так далее, люди разных профессий, ответственных за нашу республику, они хотят продемонстрировать, что мы не меньше ценим память о невинно пострадавших наших земляках, чем в других регионах нашей страны. Первое наше пожелание в том, чтобы ежегодно один из руководителей нашей республики или, может, глава республики выступал со словами соболезнования репрессированным или и семьям репрессированных земляков, и проводилось ежегодное поминальное мероприятие памяти вот этих людей. Ну, я не знаю относительно, так сказать, как озадачить главу республики или, так сказать, руководство республики, так сказать. Тут, конечно, очень, может быть, хотелось этого, но это, как бы, не знаю, насколько мы как бы правомочны этого сделать. Но да. То, что надо проводить вот такой день памяти, мне кажется, это надо делать обязательно. Дело в следующем. На самом деле, дни памяти ведь это не только как бы мы отдаем дань жертвам. На самом деле это, так сказать, вспоминаем их, как невинно осужденных и так далее. Мы еще, так сказать, и при этом, да, вот невинно осужденных осуждаем, так сказать, то время и так далее. На самом деле это некое как бы предостережение современным властям и будущим властям, так сказать, о том, что вот так делать
нехорошо. Вот я все время, когда, так сказать, я сам не историк, поэтому, может быть, я глупость скажу, но вот если бы просвещенные цари России, так сказать, как-то, так сказать, выражали свое мнение, ну, осуждали бы, допустим, опричнину, то, может быть, так сказать, вот этого и не случилось бы, вот таких репрессий, может быть, и не было бы. Потому что вот, борьба на самом деле тогда, когда, так сказать, вот, особенно когда гражданская, вот, граждане одной страны, так сказать, борются между собой, там ведь перестают работать всякие законы. Ну, вернее, не законы, а всякие нравственные нормы, которые так или иначе, там, например, запрещено использовать химическое оружие, или там еще чего-то там. Ну, я не знаю, в некоторых войнах были что-то, так сказать, делать было нельзя. Вот. То вот в гражданских, так сказать, войнах таких ограничений нет. Причем, если мы хоть нашу гражданскую войну возьмем, хоть гражданскую войну Соединенных Штатов, так сказать, ну, как бы, я не знаю, ну, жестокость, жесткость, там, ну, сверх меры было. В частности, Тамбовское восстание откровенно химическим оружием. Ну, не только Тамбовское, даже, так сказать, вот восстание, Кронштадтское восстание, там, не использовались все, что, так сказать, это, ну, тоже возьмите, так сказать, что творилось, так сказать, в Америке, когда шла гражданская война. То есть мы друг к другу даже иногда относимся хуже, чем к иностранцам. Конечно, да. это само собой, так сказать. Вот, поэтому вот это некое предостережение того, так сказать, что, ребята, вот, особенно, на мой взгляд, не только, так сказать, не такие памяти, надо какое-то еще и материальное выражение этой памяти должно быть. И сейчас мы попозже вернемся к этому, Иван Иванович. Да, и вот если постепенно второе вот наше пожелание, это увековечение памяти репрессированных земляков в форме крепления мемориальных досок, памятных табличек на месте еще сохранившихся, как сказать, последних мест жительства репрессированных земляков. Еще есть несколько исторических зданий, и если жильцы этого дома согласятся... Если, так сказать, ситуация такая, если такие дома есть, но я не знаю, сейчас в Саранске на самом деле очень многое... Почти все снесено. Да, почти все снесено. Я не думаю, что, так сказать, таких домов осталось. Но если осталось, надо это сделать. А вот даже другой пример. У нас мы как к историческим вещам, к историческому облику плохо относимся. Вот на самом деле в истории как бы, развития Саранска как бы, очень четко характеризует 3 моста вот, через наши речки. Вот посередине находится на самом деле мост, который был построен, так сказать, в начале 19 века. Там, царский мост, вот, который, так сказать, сейчас... Вот, по советской вниз, который по советской, по советской вот, так сказать, вниз идет. Это же мостик, вот там рядом, через железную дорогу и дальше, так сказать, через речку. Вот этот мост был построен, так сказать, в начале 19 века. Вот мост, который, так сказать, первый Химашевский, ну вот этот мост, так сказать, ну, трамвай, троллейбус, через который, это середина, так сказать, 20 века. Ну, то есть 60-е, 70-е годы там, прошлого века. Ну и вот фактически новый, так сказать, вот мост, который там в том... По Невской, который, так сказать, это новое, так сказать, новое, это вот 20 век. Вот на самом деле это, так сказать, история, можно демонстрировать историю, каков мост был там, каков мост в середине. То есть не все нужно обновлять, да, нужно оставлять. Ситуация такая. Дело в том, что если более-менее сохранили, так сказать, мост, который построен был в 60-х, 70-х годах прошлого века, да, ну, то есть вот это, где троллейбусы ездят. Совсем новый мост, это совершенно, так сказать, это мост 20 века, как бы, по архитектуре, и по строительным возможностям и прочее, так сказать, по красоте даже. Но, а тот-то надо было как-то сохранить, ну, хотя бы, ну, хоть до, те же самые памятники, те же самые памятную доску какую-то хоть повесить. Ну, а его сделали, на самом деле, просто, как бы, о том, что этот мост построен именно тогда, а ведь на самом деле основа-то осталась прежняя.
Это я полностью согласен. Вот. Это большая боль по поводу И на самом зданий. деле, так сказать, то же самое, если остались такие дома, и жители этих домов согласны, но я не думаю, что такие дома даже остались. Частные дома тоже уже столько не выдерживают больших домов, там, что в Саранске, так сказать, которые были. Ну, другое дело, есть какие-то учреждения, вот, например, тот же самый университет. В университете есть репрессированные. Может быть, в музее нашем, так сказать, как бы специальный уголок организовать. Может быть, в музее Мордовии, который, так сказать, вот есть государственный музей, так сказать, там специальный должен быть как бы раздел этому делу посвящен. Иван Иванович, вот тем самым вы поддержали еще одно наше пожелание. Организация постоянно действующей выставки «Память жертв политических репрессий». Вот вначале, может быть, в разных музеях, а потом в перспективе, как во многих городах России, в некоторых городах даже по несколько музеев, объединение этих экспозиций в единый музей памяти жертв политических репрессий, куда объединены и законодательные акты, и архивные материалы, и воспоминания репрессированных, их родных, чтобы там проводились экскурсии, все было компактно. Понимаете, я немножко, так сказать, к этому по-другому отношусь. На самом деле, вот как бы отрывать, как бы вот это период истории? Нет, не этот период, а репрессии от... Понимаете, в то время была и некая как бы жизнь человеческая шла, ведь и строилось чего-то, так сказать, было... Ну, люди были молодые, так сказать, как бы строили чего-то, так сказать. Ну, у некоторых жизнь как бы в той системе получилась. Ну, при этом город рос и так далее, так сказать, город обновлялся. Ну, мы не можем остановить развитие даже в этом случае. Поэтому, на мой взгляд, это должно быть частью общей истории. Нельзя, так сказать, вот как бы репрессия для репрессированных отдельным, то есть для как бы музея этой стороны, этого промежутка времени. Надо, чтобы это время человек видел на самом деле, что вот темную сторону этого времени и светлую тоже. Вот в этом, мне кажется, смысл, даже вот, смысл развития и осуждения на самом деле репрессий, что надо больше, как бы, не то что обращать больше внимания на светлую сторону, ни в коем разе, но вот это мешало, вот показать, что это мешало более эффективному, более быстрому развитию светлой стороны истории. Если мы отдельно будем показывать, так сказать, то это одно оторвет от другого. И связать, что это, ну, что все время, нельзя сказать, что там уже было все черное, ну, все темное. Ну, университет, пединститут рос, студентов все больше и больше принималось. Предприятия создавались. Люди рождались, женились. Там, ну, то есть все, при этом все развивалось. Да, так сказать, ломались жизни, ломались, так сказать, судьбы, даже некие направления развития, как бы, ну, особенно в науке, как бы вычеркивались из того или иного места. Ну, например, там развивалось, вот с этим человеком было связано развитие какой-то, ну, математической теории, я беру наших, так сказать, математической теории, и вдруг его не стало. Все, эта теория перестала развиваться здесь. Ну, но при этом все равно как бы факультет рос, педагогический процесс шел, студенты, так сказать, обучались, они шли работать в школы, так сказать, там росло математическое образование. Вот соединение на самом... Показать, что это мешало и гробило иногда, так сказать, вот сторону, как бы эту положительную ветвь развития. Вот это, мне кажется, более важно. Именно показать не только, что это как бы на судьбах, частных судьбах, так сказать, отражалось, но и даже на судьбе развития организаций, там, предприятий и так далее. Вот мне кажется, более важна вот эта сторона. Поэтому, я не знаю, может быть, я тут не прав, я не историк, я не это, но я сужу вот с точки зрения как бы, мировоззренческой, что ли, такой, так сказать, вот, что в этом случае лучше как бы, не отдельный музей, а вот в музее, допустим, вот
музее Мордовии, там должна быть обязательно экспозиция, которая как бы показывает это. И не только показывает, еще должно как бы убедить человека, который это пришел, что вот это не только эту судьбу сломало, оно еще, так сказать, как бы определенную веточку развития Мордовии, вот если вы рассматриваете Мордовию как дерево, некую веточку сломало и будущее уничтожило какого-то направления. Да, этого направления. Вот. Убедили, Иван Иванович. Я поэтому собираю разные точки зрения, что в будущем какой-то консенсус произошел, или это была почва для размышлений, рассуждений. Следующее наше пожелание – установка, тоже это есть в десятках городов России, установка в центре Саранска памятника жертвам политических репрессий. Я за это только за, так сказать, потому что как бы памятники вот есть, но они, в Мордовии тоже есть памятники. Я не скажу, что в Мордовии таких памятников нет, поминальные, так сказать, кресты есть, так сказать, но они, поскольку в местах расстрелов, так сказать, вот там, где как бы были жертвы гибли, места гибели, так сказать, их, так сказать, вот, ну, например, за... Тоже вернемся, Иван Иванович. Так сказать, за этим, как его... Юго-Запад, Богоявленский рынок, да? Вот ситуация такая. Там есть поминальный крест и так далее. Да. Но ведь ситуация следующая. Почему нужно, может быть, если не в центре, но, ну, по крайней мере, ну, если в центре нельзя, например, ну, надо обязательно там, где народ бывает, люди ходят. То есть это место должно быть многолюдное. Ну, что, кто, так сказать, вот много ли людей ходит, так сказать, вот к памятному кресту, так сказать, вот, который на юго-западе. Ну, сколько людей? Ну, туда дорога даже плохая. Нет, ну, дело даже не дорога. Ну, хорошо, так сказать. Такие, может быть, которые, ну, причем я туда тоже как бы не сразу попал, случайно попал. Потом смотрю, крест, так сказать, подошел, прочитал. А так, так сказать, информации где-нибудь об этом тоже не очень. То есть, вот даже где у нас поминальные кресты такие, так сказать, и то, так сказать, нет информации. Нет, например, просто отдать дань, например. Ну, захотелось у человека отдать, как бы, почтить. Или кто-то у него из родственников погиб. Ну, есть у нас день памяти жертв репрессий. Ну, в этот день сходите отдать дань, как принято говорить. Если мы к этому еще вопрос вернемся, все-таки в Саранске обязательно это как символ нашего общества. Да, вот ситуация такая. На самом деле это, ну, как бы не только дань памяти. Еще раз повторю, это должно материально выражено. Там, я не знаю, каким образом, там, крест или еще чего-то, памятник какой-то. Но это должно быть материальное воплощение этой памяти. Чтобы там привел малыша там, или там школьника, чтобы школьник понимал, что это... Ну, понимаете, на самом деле сейчас у нас какой-то... Ну, я понимаю, современное развитие, так сказать, вот особенно компьютерное, так сказать, это самое, позволило информационное, так сказать, вот это, о том, что можно информацию, просто достал телефон и прочитал чего-то, Википедию почитал и прочее. Но мы на самом деле не понимаем, что у нас в той же самой Википедии люди писали как бы с определенным, ну, имея определенный политический настрой, так сказать, настроение даже какое-то, взгляд какой-то свой собственный. Он там тоже, он же писал, этот человек же там писал, не какая-то организация. Он там, особенно в оценке общественных явлений, там у него свой взгляд туда заложенный, поэтому, извините меня. А так, сказать, пришел этот дед так рассказал, так сказать, там бабушка так рассказала ребенку. Ну, каждый как бы свое рассказал, у него какой-то, так сказать, единое, ну, не по крайней мере не одно, а некий образ создается этого времени. Иван Иванович, как вы относитесь к нашему такому пожеланию, что продолжать реабилитационный процесс, который был у нас такими активными всполохами был во времена Хрущева, во времена перестройки, и после этого несколько лет до 2000-х, чтобы продолжать, потому что очень много было репрессивных массовых операций, по которым пострадали
люди, но их можно перечислять от десятки, от раскулачивания и коллективизации до там, национальных депортаций. как вы относитесь к тому, чтобы продолжать этот процесс Этот процесс и создавать книги памяти дальше? Этот процесс должен обязательно продолжаться. Вот если у меня останется силы, вот я уже хотел уйти из деканов и заняться на самом деле как бы математикой уже в таком возрасте. Ясно, что много не позаймешься. Я, честно говоря, хотел заняться историей факультета. И в частности, вот, так сказать, там, покопаться в архивах, если позволит здоровье, покопаться в архивах, связанных вот с началом развития факультета. Потому что мне более-менее понятно там развитие факультета, которое, там, начиная с 50-х годов, так сказать, когда я уже как бы знал тех людей, которые учили меня, они как раз в это время учились. Вот та же самая Сорокина, Писецкий, так сказать, Раик, там, Бочкарев и так далее. Они того времени, Демидов, вот, который был в последнее время, так сказать, в университете, был проректором по учебной работе. А вот этот период неизвестен. Поэтому, естественно, интересно, кто, так сказать, и кто и из-за чего они ушли отсюда. На самом деле нужно как бы нормальное развитие организации, когда у организации есть история. Так сказать, организация, человек и прочее, так сказать, становится как состоятельным, организация самостоятельная, человек состоятельным, когда он в себе еще воплощает историю своего развития. Поэтому, например, в университете должна быть история развития университета. Иван Иванович, прервитесь на 5 секунд, пожалуйста.